Сотни участников из разных регионов страны, этнические вечера, выставки, ярмарки народного прикладного творчества и многое другое. Во Владикавказе состоялся международный фестиваль национальных культур «Алтын-Майдан». С руководителем интернационального проекта Гамирой Гадельшиной встретился Сергей Миняйло. В течение нескольких дней коллективы соревновались в различных номинациях, а в перерыве между выступлениями успевали знакомиться с культурой и историей нашей республики. Дана Малышева продолжит. Яркие и самобытные коллективы знакомят с культурой своего региона. Русские и калмыцкие песни, осетинские и татарские танцы, пронзительная игра на народных инструментах. 30 коллективов совсем не по-детски передают богатую историю родного края через искусство. Это площадка для большого диалога между представителями регионов России. В этом году субъектов 12. 300 участников Алтын-Майдана приехали именно во Владикавказ не случайно. Где, как не в культурной столице Северного Кавказа, проводить инклюзивный фестиваль разных национальностей. Мы были во многих республиках, но то радушие, та доброжелательность и то желание помочь, которое есть здесь у всех структур, начиная от министерств и завершая, скажем, полюбившимся нам педагогическим колледжем, огромное желание помочь, и мы видим, как нас опекают, поэтому возвращаешься туда, где комфортно. Алтын-Майдан объединил всех без исключения. Это «Поющие сердца» – жестовая группа из Новосибирской области. Очень много присутствует, во-первых, любви, это прям чувствуется на самом деле с первых минут. И много кто участвует. То есть мы заехали в гостиницу, и там очень много людей из Ярославля, из Новосибирска. То есть и со всеми можно пообщаться, узнать что-то новое, поделиться своими эмоциями. Талант каждого не просто впечатляет, вдохновляет на то, чтобы еще больше познакомиться с культурой многонациональной России. Я сюда приехала, потому что сюда приехали все, и тут очень много всего интересного, а я за движ, любой. Я люблю повеселиться с друзьями и все такое. Тут много моих знакомых и друзей. Второй день фестиваля посвятили этноконкурсу «Арт-Хуран». Вокал, хореография, инструменты. Здесь не столько соревнуются, сколько раскрывают фольклор своего народа. Так звучит Калмыкия с населением почти 300 тысяч человек. Алтын-Майдан с татарского языка переводится как «золотое место». По-другому сегодня Владикавказский дом офицеров и не назовешь. Прямо за моей спиной представители Татарстана, Удмуртии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии и, конечно, Северной Осетии. Каждый коллектив представляет свой лучший номер, свою визитную карточку родного региона. Мастер-классы по хореографии, благотворительные концерты, калмыцкий, татарский, русский этновечера. По словам директора фестиваля Георгия Бестаева, через масштабный культурный обмен Владикавказ привлекает туристов из самых отдаленных точек России. Мы увидели очень много разных национальных танцев, и очень интересно их религия, их традиции. И познакомились с некоторыми из их представителей. Гостей республики за неделю познакомились с Северной Осетией. Экскурсии по горным ущельям открыли народам историю и культуру нашего региона. Точкой Алтын-Майдана стал гала-концерт. Дана Малышева, Артур Дудаев. Специально для программы «В итоге».